Поздравления с праздником Победы 9 мая будут принимать 28 ныне живущих в Абхазии ветеранов Великой Отечественной войны. 4 бойцов – Нонна Ивановна Дорофеева, Екатерина Васильевна Синявская, Ардаваст Акопович Сильвян и Елена Тимофеевна Вадзинская смогли посетить посольство России в Абхазии, где для ветеранов организовали праздничный прием. Хатырску Апсуа ветеранства. Дорогие друзья и товарищи! Каждый год в эти майские дни мы отмечаем великую дату в истории. День Победы, день великого подвига наших отцов, дедов и прадедов. День скорби по тем, кто не вернулся с полей, погиб от голода в блокадном Ленинграде, заснул вечным сном у станков от истощения и переутомления в тылу. Параллельно с этим, как я уже отметил, сегодня мы ведем борьбу на медицинском фронте с коронавирусом, где, как вы знаете, России удалось достичь значительных успехов. Первая партия вакцины «Спутник Ви» уже поставлена в Республику Абхазия, и мы рассчитываем, что не за горами вторая и дальнейшие партии этой нужной вакцины, с тем, чтобы оберечь население нашей братской и дружеской Республики Абхазия от распространения коронавируса. Конечно, прошло уже много лет со дня событий Великой Отечественной войны советского народа, но память о той войне не стерлась и, искренне надеюсь, не будет стерта никогда. Она по-прежнему жива и взывает к нам всем, ныне живущим на этой планете. Алексей Двинянин отметил, что День Победы останется праздником со слезами на глазах. Это дата, которую будут помнить веками, подчеркнул посол. Мы хорошо знаем цену той победы, помним о десятках миллионов погибших, искалеченных и пропавших без вести. Это по-прежнему своего рода двойной праздник со слезами на глазах. Это по-прежнему праздник, который мы будем помнить навеки. В нем навсегда слились величие и печаль, народная гордость и память. Мы всегда с большим волнением и трепетом чествуем ваше легендарное поколение ветеранов и фронтовиков. К сожалению, с каждым годом ветеранов становится все меньше и меньше, но они не исчезают бесследно, навеки становятся неотъемлемой частью пантеона великой славы, героями, которые вдохновляют и нынешние поколения воинов. Еще раз хочу сказать, что мы победили в самой страшной войне 20 века. 9 мая – это торжество справедливости, отметил посол. По его словам, подвиг фронтовиков навсегда останется в памяти ныне живущих людей. Алое знамя победы, омытое в крови советских героев, озарило нашу правоту и показало всему миру торжество справедливости. Стало назиданием неминуемого возмездия агрессорам за то все горе, которые они причинили и пытались причинить. Дорогие наши фронтовики, ваш подвиг навсегда останется в нашей памяти. Вы легендарные воины великой страны, благодаря которым мы все живы и стараемся по мере сил и возможностей заниматься созидательным трудом на развитие и Республики Абхазия, и Российской Федерации. Низкий вам поклон, вы этого заслужили. Хочу пожелать всем доброго здоровья, с предстоящим 9 мая, Днем Великой Победы. Ура! Торжественная часть встречи в посольстве России в Абхазии завершилась вручением ветеранам персональных поздравительных адресов от президента России Владимира Путина. Позвольте вручить поздравления Елене Тимофеевне Вадзинской. Вручаю. Это от Владимира Владимировича Путина. Я понимаю, как? Дорофеева Нонна Ивановна. Правильно? Екатерина Васильевна Синявская. Это вам. Позвольте пожать вашу руку, мужественную. Спасибо большое. Ардаваст Акопович Сильвян. Еще раз с наступающим праздником. Анастасия Никонова, Торник Амичба, Абаза ТВ.